1300 человек из Ингушетии в этом году смогут совершить хадж. Квота на республику такая же, как и в прошлый раз. В отличие от количества мест, изменилось время подготовки списков будущих хаджи. Саудовская Аравия сильно сократила время на организацию. До 25 февраля необходимо отправить окончательный список желающих посетить святые места. Магомед Ивлоев отметил, что этот вопрос на постоянном контроле у главы Ингушетии. Благодаря усилиям главы, благодаря его работе, эта квота осталась такой неизменной. К сожалению, была вероятность, что ее могли потерять, потому что сжатые сроки. Поэтому мы все со своей стороны, как мной ранее говорилось, должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы каждый из паломников совершил хадж, и чтобы не было проблем со стороны административного ресурса, органов исполнительной власти, а также федеральных органов. По итогам нашей деятельности, по итогам завершения этих всех мероприятий будет дана соответствующая оценка деятельности каждого из нас. Я уверен, что и мы приложим все силы, чтобы она была положительной. За короткий срок всем, кто принимает участие в организации хаджа, нужно провести все работы, чтобы паломники смогли без проблем совершить свое главное религиозное путешествие. Необходимо подготовить международный аэропорт Магаз, наладить таможенный контроль, выдать заграничные паспорта и провести вакцинацию всех паломников. С вашей стороны там огромная поддержка нужна, потому что действительно у нас очень сжатые сроки, где надо звонить, где надо просить, если с нашей стороны, где надо написать, чтобы не вышло так, что мы где-то что-то упустили. Мы прекрасно понимаем, но эти же сроки нам были самим озвучены только меньше 10 дней назад. В прошлые годы паломники могли определиться, поедут они или нет в хадж до конца Рамадана. На этот раз все должно быть готово за 45 дней до начала священного месяца. Религиозные деятели просят не затягивать с подачей документов. Спасибо огромное всем за поддержку, за оформление. У нас практически люди идут каждый день по 40, по 50 человек. Надеемся, квоту наберем, иншаллах. В общем, все без изменений. Магомед Ивлоев призвал каждого, кто участвует в этом процессе, как можно ускорить работу. Обратил внимание на вопрос наличия задолженностей будущих паломников, из-за которых им могут запретить вылет на таможне. Были случаи, когда пилигримов не пускали на рейс. Об этом нужно позаботиться заранее. Прекрасно понимаем, что эта задолженность может, например, образоваться за 10 дней до вылета. Поэтому в этой части, чтобы проблем не было, сейчас даже вот эти списки 800 человек направьте на сегодняшнюю дату, чтобы они проверили. И, соответственно, за 10 дней до вылета уже окончательные списки направьте, чтобы с момента возбуждения исполнить производство до момента наложения запрета на выезд это 10 дней. Поэтому в этой части, чтобы у нас не было так, чтобы мы прямо с самолета человека снимем. В прошлом году в паломничество из Ингушетии отправились 1300 человек. Более 300 не попали в эту квоту. Остались в резерве и не смогли совершить хадж. Они на этот раз в приоритете. Комитет по хаджу забронировал гостиницы недалеко от святых мест Мекки и Медины, чтобы паломники смогли быстро добраться до мечетей. В этом году рейсы будут по направлениям Магаз-Медина, Джидда-Магаз. Первый вылет планируется 3 июня. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.